Давайте немножко я... Да, ребята, я на новом месте. Так, немножко делаю свою кузню. Делаю под офис. Второй этаж. Вот. А то внизу слишком пыльно и шумно. Так, если меня слышно, ребята, помашите. Слышно, нет? Пишите, пожалуйста. О, отлично. Что, ребята, время идет. Всем доброе время суток. Вот. Ситуация такова, что минус 52, 57 стабильно. Вот уже 20-е сутки, по-моему. Вот. Да, не жарко. Ну, давненько не вышел в эфир. Сразу скажу, завтра нас ждет плодотворный день. Уважаемые заказчики, ждите своих имен. Вот. Буду обзорчик делать максимально долго. И в смысле, в том плане максимально быстро. И максимально всем завтра отправка. Завтра суббота. Ну, если созрели вопросы, ребят, сразу задавайте. Я тут ненадолго. Итак, если обратить внимание на время, маленький уже жаворонку. Немножко подустал, а время летит. И сегодня у нас 15 число. Ну, 2 недели. Через 2 недели стартую. Буду разыграть 15 ножей. Завтра уже первый покажу. И он со стали РВЛ. В бычьем хвосте. Светлом даже. Это новый ножик. Вот. И завтра закалочка всех ножей от розыгрыша. В отличие от того розыгрыша, предыдущего розыгрыша, в этих ножах будет присутствовать рога чубуку. Вот. И сделаны они немножко потоньше, гибкость имеют. Ну, думаю, закалка пройдет отлично. И все будет тип-топ к сроку. Так, и по-прежнему напряг волосами конскими. Ну, кое-чего, кое от кого приобрел. Скажем так, парочку. И, ну, на следующей неделе, надеюсь, все ножи будут в полном порядке. Итак, сейчас обращаю внимание уважаемым дамам, прекрасной половине человечества. На кону. После января идет февраль, ребята. А в феврале есть такой день, который никогда не отменить, и который празднуют те, которые, как говорится, если переводить грубо, те, которые стоя писают, значит, мужики. День защитника Отечества.
Так что, девчонки, напрягли свои мысли. Пора собрать камушки и заказать своим мужьям суперские ножи. Так, ну, в феврале РВЛки, ну, наверное, в середине, ну, пока еще в наличии есть возможность заказать из РВЛки. Вот, и, наконец-то, мои руки дойдут до фикрония. Думаю, но у меня сегодня день не очень удачный. Одна печь сдохла, муфельная. Но это только одна, еще у меня есть другая. Но если было бы двое, то процесс бы пошел вдвое быстрее. Это понятно. Ну, надеюсь, через 10 дней приедет наконец-то. Вот, тогда уже по-старому инерсией, как говорится, будем делать дальше. Так что догоним. И после сегодняшней партии буквально практически нету заказов. Нету. Чисто. Вступили в 21 год, январь. И по заказам, по моим данным, которые точные, подтягиваемся уже к январю. Так что мои заказчики, те, которые заказали, дайте о себе знать. Не дай бог попутать адресочки, буковки. Если посмотрите это видео, если не отправили адрес в его индекс, отправляйте. Вот. Если я не очень забывчив, но все-таки хотите напомнить мне про свой заказ, пожалуйста, пишите. Будем все, как говорится, уточнять. И пойдем в этот 21 год новыми заказами. Так что, девчонки, дерзаем. Заказываем охотно. Почему я вышел сегодня именно в столь поздний час, расскажу. Ко мне на днях стали прийти письма по WhatsApp от женской половины, когда можете отправить, ну, прицеливается, вернее, сколько. И в отличие от мужчин, девчонки цену сразу спрашивают, и 10 из 10 только одна может сказать «ух ты», а остальные 9 им без разницы. Так что, мужики, поднапрячьте своих. Это меня удивило, и решил открыть двери и рассказать всем. Может, кто думает, ну, может, кто какая-то красавица намеренно мечтает порадовать своего муженька. Пожалуйста, пока ставь наличие, с концем голосом решим проблему. Ну, тогда будет уже идти все быстро. Задаем вопросы, ребята, коли есть у кого. Так, где у нас чатик? О, вообще не видно. Где чатик? Ага. Привет, все слышно. Хорошо. Гаврилевич, слышно. Так, 15 ножей. 15 ножей
Вот. Из них только одна будет РВЛка. Но зато бычьим. В хвосте и светлом. Вот. Завтра его покажу. Ну, если не покажу, фотографии отправлю. В статусе посмотрите. 31 января. Последний день, последнее воскресенье января этого года. 31. До этого невозможно что-нибудь сотворить. По той простой причине, я тоже человек. Иногда встаю, иногда сплю и... Где заказать штамп для кузнеца? Поподробнее уясните, пожалуйста, в вопросе, что-то я не понял. Штампы это для чего? Для молота? Я не понял вопрос. Для каких-то других изделий. Штампы делает для медалей, сколько для значков и так далее, для монет. Клеймо, наверное. О, клеймо это дело другое. Свой знак. Ну, ребята, наверное, догадались. Ну, специально показал. И компания моя до этого и в Инстаграме, и Ютубе, и по WhatsApp было слово «бердыка». Я его переводил. Ну, вернее, мне помогли. И напечатали, перевели на руну. Старую древнюю письменность руна. Вот. Из этого, по-моему, весной прошлого года, ну почти год, ребят, в феврале как раз было, попросил я своего друга соседнего района Василия Попова, может кто знает, Дарханус, он занимается этим делом и ребятам, коллегам делает он. Попросил его. Самое трудное было составлять руну. Так и есть. Я, ребята, изучаю, учу. Вот. Я только учусь, пока не волшебник. Но, надеюсь, уже через некоторое время что-то как решить некоторые задачи. Ну, что касается этой такой большой глобальной темы, древняя письменность, там и идет вера, православие, не христианство, ребята, а православие, это совсем другие вещи. Вот. И ну, уже идет вера, а там уже идет другие иные такие понятия, можно сказать, нудные. Что такое, как читается и как пишется рунопись, по-моему, моему личному мнению, каждый кузнец должен знать. Это магические символы, не знаки, не буковки, а именно символы, вот, которые читаются на родном очень даже легко, на якутском, на саха. Надеюсь, мои коллеги тоже подтянутся. Некоторые уже есть маленькая группа уже в Союзе кузнецов, можно сказать, из кузнецов, которые плодотворно учим, читаем, и уже кое-что умеем делать. Это скрывать незачем. И кто учится, кто читает, дойдет до истины. Еще вопросик есть? И вчера
по-моему, вчера или позавчера открыл новый канал. Вот. На родном. Чтобы не мешать и не путать этим каналом. Что-то надо, иногда хочется на родном, как говорится, говорить, общаться. Вот я решил другой канал забабахать. Забабахал. И сегодня хотел выйти в прямой эфир. Оказывается, ребята, уже YouTube поменял свою политику. Ребята, и жди до YouTube, до прямого эфира тебе еще маленький число подписчиков. Или я что-то политику YouTube не понял. Закрыто, оказывается. Только видео выкладывай и сиди. Вот. Тем не менее, нас стало 10200. С чем и поздравляю, ребята. Ждали такого внимания, такого количества подписчиков. Ну, просто наблюдал, не горел, чтобы подтянуть всех по всему миру. Ну, кому интересно, пускай смотрит. Кому действительно надо поучиться, и кому действительно искусство народа Саха действительно привлекает внимание, пожалуйста, смотрите, если можно, учитесь. Ну, такого курса учебного не будет, все равно. Многие просят, покажи, как делается это, покажи, как делается то. Не, ребят, такого не будет. Все в пределах разумного. Есть такой маленький термин. Вот. И в течение этого времени, уже более года, наконец-то народ понял, что якутский нож настоящий делается в Народном Республике. Вот. Это очень радует, ребята. Многие пишут советы, просят, отправляя фото, скажите, кто мастер, скажите, это действительно ли якутский или где, какой. Ну, когда есть время, пишу ответ. Ну, у нас республика по квадратным метрам, конечно, большая, но именитых мастеров всех знаю, общаемся. Вот. Так что ничего такого. И у кого какое клеймо, знаем. Штамп, как вы пишете. Так что советы дают. Кто откуда, знаем. И не только знаем, но и знаем, на каком он уровне, из чего обычно он любит делать, из какого материала и так далее. Вот. Или связь с мастерами из других городов. Да. У меня много друзей из других городов. И друзей не только в России, и за рубежом. Кузнецы имею в виду. Общаемся путем перевода с английского на русский. Да, и многие там наши соотечественники живут. Вот. Не говоря уже про бывший СССР. Все спокойно в русском языке разговариваем. Что, в основном там такой большой такой шмачной группы нету. Вот. Но иногда я вспоминаю, пишем друг друга, как дела и так далее, на какой, что он сделал нового, что за сталь и так далее, как это делается, как термички, вопросы по Рокуэлле и так далее.
Такое есть, ага. На удивление, в отличие от моих земляков, они отзывчивы. Прилагая любую услугу, отправляет то, что я хочу. Вот. И то же самое я им отправляю, чего у них нет. В общем, общаемся. Ну, это хорошо. По всему миру кузнецов много, но и у них, и у меня, как всегда, времени нету. Общаемся, когда, ну, вот, например, до Нового года. И телефон поменялся, и много контактов там ушло. Хотя это было в прошлом году, в конце. Но все равно через интернет, через сайты, через Инстаграм нахожу их и обновляю номера и продолжаем разговор. Друзей в России, кузнецов тоже знаю, многими знаком, многими общаюсь из разных регионов, не только из Москвы и из Нижнего Новгорода. Именитых мастеров знаю, общаюсь, и они то же самое. В общем так, все чего, как, все в курсе, без проблем. Вот поэтому, если это не делать, то остаешься на одном месте. Но я этого не хочу и не буду. Если привозят в России хорошую новую сталь, так она у меня уже на кузне. Ну вот, ребята, ну Москву хочу. Хочу, ага. Но коронавирус-то у вас сильный, сильный. У нас меньше 20, слава богу. Видите, новогодние выходные добавились в моем селе тут. Ну вот, весной то же самая тема была. Разыграл ножи и 30 с чем-то тысяч рублей добровольно дал против коронавируса. Вот. Ну, помогло, не помогло, но а так деньги пришли. В то время кипиш только начался. Одноразовые посуды, одноразовые там маски, то все прикупили на эти деньги. В первое время хватило, думали все, что закроем эту тему месяц-другой, потом все наладится и так далее. Ну, фигушки, уже привыкли одевать маски, мыть руки, даже подъезды моют. Ну, не знаю, насколько оно так долго. Ну, по-моему, вечно она пошла. Это новый просто вид, новый вид гриппа, и все. И все. Тут ничего не поделаешь. Ну, вакцина не вакцина поможет однозначно. Что за конкуренты? Здрасте, здрасте. Минин-мин. Наверное, имеется в виду конкуренты, те, которые делают якутские ножи псевдо. Ну, пущай делают. Это их хлеб. Да, это их работа. Но она никогда не будет якутским ножом. Копия псевдо может. Японскую катану делают. Все знают, что это японская катана. Не американская катана, это японская. Ну, так и якутский ножик. Сильно что-то подорожают ножи мои. Насчет подорожания, да нет, вообще не изменил. Сначала захотел,
Потом в эти новогодние выходные уже понял, ну, могу и потянуть по старым ценам. Решил и оставить по старым ценам. Что касается ножа линзой, то это однозначно, ребята, можно считать и подделкой. Да, про. Халайсен. Про. Так-то вот так. Ну что, ребята, 25 минут калякаю. Завтра утром рано вставать. Так. На следующей неделе... Не, вряд ли. Но в этом месяце, в конце этого месяца, Фикрония представлю. Я так рассчитываю. Я так думаю. Пора уже. Сам хочу, но руки не доходят. Хочу все время людей радовать своим изделием. Стараемся тут. У меня есть помощники, это не секрет. Учу. По головам глажу. И не только. Могу и по попке конкретно пинек дать. Но уже ребята набирают опыта ради того, чтобы процесс длился в кратчайшие сроки, высоким качеством. Я это требую, ребят. Они делают, как я делаю, как должно быть. Все учитывается. Даже вес, ребят. К примеру, вот пищевые весы. Ровно столько у нас должно быть. Если клинок длиной столько-то, комплектация такая-то, должно весить столько граммов. Не меньше и не больше. Привет, Хабаровск. Только таким путем можно достичь высоких результатов. Это фрагмент из фильма. Но очень нужные слова. Ну что, ребята зарплату получают, очень отличную зарплату. Чем лучше делает, зарплата повышается. Но если зарплата хорошая, ну, некоторые из вас, которые смотрят этот эфир, больше вас получают. Это однозначно. Не только прямым спуском, но и стамысячным. Это две разных вещи. Две разных угла, две разных совершенно другие. Но эффект приблизительно похож. Но стамысячный более надежный. В том плане, что в обухе имеется много стали, ребро жесткости жесткое. А если от обуха сразу режущей кромкой по прямой, которую я делаю, это, ребята, очень острая, идет хлеб с маслом, но уже имеет некоторые недостатки по твердости, по ударопрочности. Ну, тонкая фольга, ребят, сами посидите. И если кто заметил, до Нового года я отправил моему другу, с которым мы общаемся, у него есть канал, называется «Охота наша все». Владимир, я ему отправил ножик, никакого там договора, просто от души смотрю, человек доходчиво говорит, человек, ну, настоящий мужик. И очень хорошая тема у него, очень острая. Всем охотникам надо там на этом канале подписаться по той простой причине, если попасться
такую иную ситуацию во время охоты, то Вован, советы Вована Владимира очень вам помогут. Ну, отправил, человек ничего не указал. Ролик кто смотрел, смотрел. И потом после этого несколько роликов вышли. И я ему сказал, он как-то говорился, что в эти выходные иду на охоту и так далее. Но я только краем ухом слышал, хорошо. Не стал ни звонить, ни писать. Новеньким якутским ножом. Куда он денется, все равно заберет с собой. Так, забыл, потом наткнулся на новый ролик, смотрел, что-то новое. Значит, вернулся с охоты. Ну, у нас, если на охоту идут, то сейчас зимнее время, на 3, на 2, а то и на 6 месяцев идут. Ну, там поехал и приехал, рядышком у них. Что-то человек не звонит. Я беспокоиться не стал, сразу набрал. Ну как, охота? Охота. Хорошо, что добыли? Нормально добыли. Ничего, разделывал? Сразу третий вопрос. Конечно, ножик суперский. Ребята язык поглотали, смотрят, завидуют и все. Нож огонь. Ну, что-то он делал, ковырялся в машине или что-то такое. Что, понравилось? Говорю, вообще супер. Дальше буду использовать. Вот. Если будет момент, буду снимать, как он в следующий раз. Ну, обычно все так говорят. В следующий раз, если не забуду, батарейка не сядет, буду снимать, как разделывать тушу. Ну, по идее, в YouTube крови админ YouTube ненавидит, как бы банит. Вот, и опасается вот такого. Но я в свою очередь сказал, отправляй фотографии хотя бы, и все. Ну, ждем, Вован, ждем. Вот так вот. Хорошему человеку, почему бы настоящего куска ножа? Привет, мирный. С какого луса сам? Татнинский. РВЛ рекомендую 59,60 по Рокуэль. Дневник Овенко хороший, но я его не смотрю, времени нет. Видел, как разделывает однажды в черно-белом свете. Ролик был. Непонятно, это весной или летом, или осенью. Ну, чтобы не банили, наверное, поставили фильтр и все. Так, хороший. 62, 64. Можно, конечно. Можно. Но, ребята, все думают, что покупают крутой, суперский. Вот. Все покупают крутой, суперский. Да, он действительно так. Но каждый металл имеет, не только металл, но и человек имеет срок. Понятное дело. Если этот крутой ножик использовать круто, то износ большой будет. Все зависит от хозяина, ребят. Абсолютно все. Не только ножи. Даже ваша собака. Не говоря уже про автомобиль и про гараж. Все только зависит от хозяина. Хозяин барин.
Если хозяин во, то и ножик во. Не только нож, все во. А если хозяин во, наткнется скоро на пенек. Это мы прекрасно знаем. Так, ну чё, завершаю эфир. Думал на 30 минут, уже 5 перевалило. Уважаемые дамы и господа, разрешите откланяться, но перед тем думаем про 23 февраля, ребята. Я не знаю, разыграть, не разыграть в феврале, но в январе точно будет 31-го. Билеты по 500, система старая, пишем. Самое главное, сообщение получателю, свой мобильный номер. Разыгрываю ножей. Девчонки, заказывайте для своих мужей суперские ножи. Пишите по WhatsApp. Всем удачи, всем добра.